Всем здорово, народ! Сегодня у нас снова Blood ДКшник. Посмотрим, насколько он себя комфортно или некомфортно чувствует в минимальнейшем гире, который вообще в принципе дозволен для реги соло Q арены. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Как понять минимально допустимый гир? Ну вот, например, если я прямо сейчас захочу регнуть солоку, у меня будет недостаточно среднего уровня экипировки, мне напишет минимальный, это 277. Соответственно, если я надеваю full set, у меня как раз таки 277 гир, как вы можете видеть, у персонажа присутствует. Опять же, статы у моего персонажа самые минимальные, буквально один черный бриллиант присутствует. Спасибо, за 5 лет выпал, ага. Найс, ну и то, на X5 сервере один черный бриллиант это практически ничего, поэтому считайте, вообще у меня такой прям супер полуголый, полураздетый персонаж. И вот именно за данного персонажа сегодня у нас будут каточки отыграны, посмотрим, насколько это вообще играбельно. Быстренько показываю вам вариант, один из вариантов билда, вот такие вот символы. Если подробнее интересует, что такое Blood DK и с чем его едят, у меня есть гайд, переходите, смотрите. Ну а сейчас я приглашаю вас посмотреть соло Q каточки, погнали! Итак, и понеслась. Значит, смотрите, первая котеечка закинула в сетап 3 ДД. Значит, чтобы вы понимали, какие здесь типы обитают, да, вот 290 плюс, и у каждого там по 20 черных бриллиантов в кармане лежит. В общем, легко явно не будет. И я это к чему? К тому, что в соло катке, конечно, за такого ДК у вас тащить не получится. У меня шаман тринканул сап, как бы, ну вот и думайте. Значит, в соло никак не получится у вас тащить, понятное дело. Это не фулл брюлевый ДК, который может за 2-3 тычки под сало просто заберсить вражеского игрока. Нет. Здесь придется прям на фулл фокусе сидеть и отыгрывать. Значит, смотрите, гриппаю к себе шаманчика, на него накидываю танцующее руническое оружие, удушение пошло, и под стан через усиление рунического оружия просто его берстим. Хорошо, найс. Сейчас, пока у меня выигрывает время мой шаман, нужно максимально это время, соответственно, нам разыграть. Долго он умирал достаточно, но мы, получается, уже за это время пробили разбойника и вражеского армс-воина, потому что у нас пожинание, кстати, массово дамажит, и это, конечно, в плюс, потому что если в кучке стоят враги, то через пожинание можно очень много дэмэджа выдавать. По итогу получилось нанести топ-1 дэмэдж данной катки. Вау! Вторая котеечка, значит, снова сетап 3 ДД. И вот смотри, хоть я и лоу-гирнутый максимально, да, ДКшник, я играю за Блада, поэтому я не боюсь идти вперед. Все равно, я изначально начинаю бой в стойке льда, понятно, само собой, но у меня просто слишком много сейвов. У меня есть и зеленка против магии, и незыбка, чтобы физикой не дамажили, не станили. В случае чего можно нажать кровь вампира, есть пэта через смертельный союз, подхилиться захватом рун, накинуть кровавую меточку, и, в общем, по итогу все равно выживете. Заберстила в это время моя команда Армс Воина вражеского, также лоу хп у вражеского Ретри-Паладина, и остается Энхич Шаманыч, конечно же, один в поле не воин. Переключаюсь на стойку Анхолика, когда бой уже по сути закончился. Все, можно праздновать. Можно реально праздновать. В общем, идем вперед, не боимся, создаем фронт-лейн для нашей команды. Третья котеечка, значит, ты смотри, я вот не понимаю, почему на Сирусе лекари не юзают в меня никакое исцеление. Я бегу вперед, понимаю, что там разбойник, нажимаю перерождение, вхожу в бой. Чтобы не словить сап, мой тиммейт, вот этот Шаторро, должен был просто нажать в меня лечащее заклинание, и он тем самым тоже вошел бы в бой. Почему они этого не делают, я не знаю. У меня получилось спалить разбойника, тем не менее, просто вскипанием крови. И он уже нажал ваниш, рестелснулся, не так важно. Главное, что я грибнул к себе рестор шамана и под удушение, под всю вот эту вот бурстовую ротацию решил в него заехать вместе с моим тиммейтом на охотнике. Кстати, да, почему я играю по хилам за Blood DK? Потому что у нас максимально неприятно то, что наши дотки могут диспелить вражеские игроки, соответственно, хилы в частности. И если я играю по хилу, то он не может заниматься двумя вещами одновременно. Диспелить дотки и хилить себе лицо. Он должен выбирать либо то, либо другое. Вот как сейчас вы могли, кстати, видеть. В моменте вражеский шам решил подиспелить дотки, потратил на это 2 ГКД, а мы в это время очень серьезно пробили ему лицо, и он уже не смог себе его восстановить обратно и поднять. Вот такая вот суета. На самом-то деле слабовато помогала вражеская тима. Ну вот ДКшник Блад вражеский, Саброга, они должны были больше контролить охотника, пока я бил шамана, потом наоборот меня должны были контролить. Но по итогу получилось пробить, хорошо вышло. Народ, весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти у меня на Бусти. Там присутствуют гайды на различные классы и спеки, есть полноценный видос с настройками интерфейса и аддонов под PvP. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой Бусти. На этом рекламку заканчиваю, погнали смотреть основной видос.
Еще одна котеечка, снова сетап 3 ДДшников, и снова против меня также Блад ДК, сочненькая. Вот так вот. Меня решили вообще полностью заигнорить. Я подошел к вражескому охотнику, смотри, выбил из него сейв, при этом еще, кстати, грипнул Армса подальше, чтобы он не смог обратно нажать рывок, и еще в него кровавую метку сделал, нажал. Просто вообще идеально сыграл в этом плане. Я не знаю, почему меня решили так сильно заигнорить. Просто 0 внимания, 0 от вражеского Армса, от вражеского Блада. Ладно, окей. По итогу через танцующее руническое оружие начинаю бурститься по бестмастеру Ханту. Ну и так нехило его пробиваю нормально. Окей, найс. Опять же, вы видели, я бежал вперед, был под стойкой льда. Ну, если бы вдруг в меня решили поиграть, мне было бы больно. Это несомненно, но я бы смог себя захилить в любом случае. Вот такая вот котеечка еще одна. Нормально. Летим в следующую каточку смотреть, наконец-то с хилами, кстати. При этом у меня в команде Фростмаг, а против меня Афли Варлок. Должно быть интересно. На самом деле люблю играть вместе с Варлоками, но это какой-то непонятный. Во-первых, он играет с Суккубой, при том, что он Варлок. И во-вторых, он вообще ее не замечает, он ее не хилит, смотри. Ему просто насрать на Суккубу. Я ее грипнул, сбил ей кастрас, потом через заморозку разума кикнул Соблазн 2. И сейчас хочется, конечно, вот эту Суккубу прям изничтожить уже до конца. Опять же, учитывая, смотри, что Варлок ее не хилит. Вражеский приз Суккубу не хилит. Я не знаю, в чем их проблема, почему они вот так вот решили забить полностью болт на своего питомца. Типа, ладно. Это как бы Сирус, к этому нужно быть готовым. То есть вот я сейчас играю на Вармейне, да, по большей степени, но там такое вообще даже представить невозможно, учитывая вот самые первые катки, типа самого минимального рейтинга. Ну ладно, мы здесь сейчас не на Вармейне. Решил через танцующее руническое оружие все-таки пробурстоваться. Выбрал опять же ДЦ Приста, потому что он не может и лечить себя, и хилить дотки. Нажимаю удушение. Ну, навряд ли получится пробить, опять же, учитывая, что он прожал на себя зубы. Но в принципе нормально. Мы его, опять же, забайтили на зубы. И сейчас, когда я снял с Джопетта фокус вражеского Армсвойна, можно сменить таргет и начать бить Афли Варлока. При том, что мой маг хорошо контролит сейчас овечками ДЦ Приста. Все, отлично, Варлока пробиваем. Ну, говорю, странный чернокнижник какой-то непонятный, плюс довольно поздно залетел в меня дизарм от вражеского воина. Если бы залетел раньше, возможно бы Варлок выжил. Ну, такая супер странная катка. Опять же, да, вопросы к Варлоку, почему не хилил Суккубой, почему он вообще играет через Суккубу, а не через пса. Довольно, ну, гораздо эффективнее играть именно через пса. Давно, конечно, кстати, на Варлоке не играл, хочется вот пощупать ручками уже. Мне больше нравится Дестрик. Афли Варлок, конечно, посильнее в каком-то плане, но Дестр Варлок, он такой сильный, мужицкий, классный. И вот, возможно, на Вармейне том же есть сейчас резон мне побегать за Варлока, за Афлика, за Дестрика. Пиши в комментарии, если хочешь увидеть Дестра Варлока вновь. Это уже будет не лог Чуферкок, но в любом случае. Хотя, кстати, можно создать себе Чуферкока, сделать себе такой же никнейм. Ну, опять же, после убийства, понятное дело, чернокнижника, дальнейший исход боя уже предрешен. Навряд ли им получится вдвоем нас троих победить. Но я такой понимаю, ладно, что пробивать войну? Ладно, пойду просто лицо ДЦшнику набью. Опять же, думаю, проблем у нас с этим не будет. Танцующее руническое оружие, максимальное количество доток накидываем на Приста. Он даже, кстати, не пытается их диспелить. Стан от моего мага залетает очень своевременный. Немота, кстати, слишком рано, там нужно было чуть-чуть попозже нажать. И снова поздно залетает у меня дизарм Тармсвойна. И мы добиваем уже Приста. Окей, найс, отлично. Не знаю, каким образом у меня получилось занять топ-1 дэмэджа в данной котеечке, но вот видим то, что получилось. И, кстати, это довольно смачно. Еще одна котеечка. Снова сетап 3 ДД. Ну вот я не знаю. Очень много игр было, когда просто 3 ДД против 3 ДД. Сразу гриппаю к себе Вара, чтобы он рывок не нажал. Накидываю на него кровавую метку, опять же, до того, как он начнет бурстоваться. И здесь пытаюсь жить. Все это время моя сова сидела в засаде и вот через звездопад выходит на охоту. Практически убиваем Вара. Он нажимает, соответственно, свою глухую оборону, да, насколько я помню, вроде так называется данный спелл, и накидывает на меня дизарм. Конечно, в идеале носить 2 двуручки, если вы играете за Блада, которая одна будет с руной павшего рыцаря, а вторая будет с руной в общем, на дизарм, который 50% дизарма вам времени скашивает. Не помню, как называется точно эта руна. У меня такой двуручки сейчас нет, она у меня всего одна, поэтому, видите, 10 секунд дизарма очень долго. И, конечно же, максимально неприятно. На Блада и на Фроздека это очень сильно по ним бьет, и практически ты не можешь ничего делать. Эти 10 секунд куском бегаешь. Добивает мой тиммейт вражеского игрока, и мы побеждаем данную катку.